вы зря со мной на русском здоровались, когда зашли. Чалым, пацаны. Сколько тебе лет, Руслан? Мне 33 года будет. Ты в возрасте Христа начал чувствовать популярность? Пока я еще не знаю, что такое популярность и как ее меряют, но там где-то меня, да, узнают. Ты сказал, что ты вчера в Кирове начал чувствовать, что вы уже популярны. Там просто я всегда люблю как-то тусоваться перед концертом в зале. Что-то ходить там, смотреть. И я вчера вышел, что-то на меня набросились несколько человек. Ну, в смысле, там, давай сфоткаемся и так далее. Вот. И я понял, что так, лучше я посижу пока там в гримерке. А ты мечтаешь о том, чтобы собрать олимпийский? Ну, мне интересно, чтобы мысль доходила масштабно. Как бы я понимаю, что наша музыка, она полезна. А где ты одеваешься? В секонде в основном. Просто мало ли, ты бы сейчас сказала где-то в люксовых магазинах, и я такая... Секонд, ну, трусы, может, новые, носки. Если не в секонде, то получается под майкой секонда не твое сердечко. Это очень клевая песня, мне вообще понравилась. То, что и бери свой рюкзак и беги, она прям у меня вообще на репите была. Бывает такое, что типа последний косарь на карте, и ты такой, блин, а когда вообще там еще деньги придут? Ну, бывает, когда там последние 3 косаря на карте, и ты такой, так, ну что-то, блядь, надо с этим делать. И как бы начинаешь что-то делать, если вдруг не... Ну, как бы обычно зерна посеяны, там, как бы... Сейчас давай посмотрим, сколько у меня на карте. Да. Раз уж ты сыктывкарский дуть. Ну, сейчас пятнашку. Как ты отдыхаешь? Ну, вообще наполняешься, вдохновляешься для того, чтобы писать музыку? Вот последний раз я сходил в поход 60 километров одного. Один? Да. Пешком? Да. Сколько дней? 2. С одной ночевкой. Да, я зашел в городе Златоуст, в национальный парк, а вышел к своему любимому озеру в городе Миас. Офигенно вообще сходил. Мы тоже любим поход. Вот. Неделю. Да. Потом, что еще было из последнего? Сгонял на ретрит однодневный пока. Мне понравилось 12 часов медитации. Очень хорошо башку проветрило. Это у вас там проходит в городе? Ну, у нас... Да, это я в своем городе ходил. Вот. Велик, встречи с друзьями, это, ну, прям такое регулярно. То есть это из таких прям ярких. А ты женат? Да. А дети? Есть. Как они относятся к тому, что вот папа там звезда? Ну, дочка как-то это у меня одна дочь. Вот. И она... Ну, во-первых, она любит там прийти на репетицию, что-нибудь такое. А на концерте она мне вообще забрала микрофон как-то. Вот у меня был там не с Track Drivers, а с хип-хоп. У меня есть хип-хоп проект, вот там мы с живым бэндом играли, она у меня после какой-то песни просто взяла микрофон и не отдавала. О чем ты мечтаешь сейчас? Ну, если брать какие-то свои индивидуальные мечты, ну, как-то, чтобы еще больше этот темп, там, туровый, общение, каких-то, вот этот водоворот каких-то людей. Мне просто нравится, как это все происходит, и мне хочется, чтобы масштабы этого увеличивались. В целом, у меня очень много всего есть, там, ну, то есть есть какие-то такие цели, там, туда-сюда, там, то есть побольше как-то приходить к своему нутру и это оттуда действовать, чтобы хватало сил, короче, это к себе прислушиваться и вот туда двигаться. Пусть ваша музыка звучит по всему миру. Да. Пусть звучит. Благодарю тебя. Была на концерте в Питере.
как Сыктывкар. Очень много улыбчивых людей. А ты можешь сказать в Сыктывкаре, ну то есть полным В ответом? Сыктывкаре много улыбчивых. Аж как вы заставили. Это не постанова, да. Мы долго-долго рассуждали, как назвать группу. Сначала было название «Три лоха» в далеком 2011 году. Потому что на стене так написано. Мы угорали просто на локальных гигах под разными названиями периодически. А потом поняли, что пора становиться звездами. Ну и какой-то большой концерт нас пригласили, и нужно было какое-то интересное название. И вот из-за таких кепок примерно мы назвались Truck Drivers. И, может быть, чуть-чуть из-за фильма «Дальнобойщики», который я не смотрел никогда. Это была идея на тот момент гитариста нашего. И мы такие, ну, звучит прикольно. Все. Вы чувствуете себя дальнобойщиками? Типа? Слушай, ну мы столько катаемся, как говорится, как яхту назвали, так она и поплыла, поэтому... И вот даже кепки сделали в этом году. Специальные люди. Чувствуешь уже популярность? Нет. Ну, прикинь. Для меня популярность — это когда тебя практически постоянно узнают на улицах. Ну, вот в таком смысле. Типа в узких кругах субкультуры практически там 80% может узнать, ну, по крайней мере, не самой молодежи, может быть, 18-19 лет, постарше. Да, они знают, что такое, либо слушали, либо слышали, любят, не любят, но это не такая прям популярность, что тебя, о, это он, я его знаю. То есть, У тебя есть какая-то основная работа? на данный момент нет. Я периодически подрабатываю в баре, но вот. О чем ты мечтаешь? О чем я мечтаю? О реализации своей мечты, и она реализуется в данный момент отчасти, ну, в музыкальном плане. То есть какие-то все мои мечты детские были связаны с музыкой и групповой деятельностью, ну, именно в плане барабанов и еще каких-то музыкальных штук. Собственно, вот как-то так. Ты женат? Да. Блин, ну девочки, соряны, но тут вообще всем без вариантов. Как-то они вообще где-то все женатые приехали. Слушай, это чего уже? А ты что, впариваешь? Ты свата, получается? Это так глупо. Но мне нравится. Гоша, Привет. последняя надежда. Давай. Скажи, Давай. пожалуйста, ты женат? Нет. Да, девочки, это свершилось. Можно бросать трусики и лифчики на сцену. Кто-то из них не женат. Это очень странное интервью. Я поехал. Мне кажется, ты отвечаешь за атмосферу в вашей группе. Ну, не всегда. Как настроение есть, тогда да. Я люблю пошутить. Вы уже несколько раз приезжали в Сыктывкар. Какие у тебя вообще эмоции, впечатления? Ну, я первый раз в Сыктывкаре, да, и как бы мне нравится, что очень маленький город, как будто все друг друга знают, как будто она такая семья, можно сказать, не знаю. Ну, типа, у нас нет такого, что люди приходят, и на входе все здороваются прям. А тут как будто все друг друга знают, это очень классно, прикольно. Здесь просто вот именно платформа, это именно такое место комьюнити друзей, комьюнити близких по духу людей, и поэтому здесь вот такие тусовки, они душевные тусовки. Ну, очень не классно, душные, что у вас есть такое место, да, где, чтобы люди могли объединяться вместе и проводить время. А почему ты в Truck Drivers? Ну, чем тебя миссия группы, чем тебя привлекло? Ну, я всегда играл музыку, и как бы до этого играл в другой группе, которой мы пытались ездить по стране, но это было не очень успешно, не очень удачно. Ну, не знаю, может, стиль музыки был другой, немножко потяжелее. И, ну, было тяжело в пустые залы играть, а здесь, ну, нашел прям именно отклик такой от людей, этим питаешься, тебе как бы не нужны там ни деньги, ни ничего такого, то есть ты просто кайфуешь от этого. Это твоя основная работа? Ну нет, конечно, я работаю пятидневку инженером в строительной фирме и катаюсь на отпуске. Какие у тебя правила жизни? Правила жизни? Пауза. A few months later. Да не знаю, нет, не сформировал я себе еще правил.
Можешь пожелать что-то для коми-народа, для людей, которые пришли сегодня на концерт? Какие-то слова или что хочется просто вот от души сказать для людей? Мы очень рады быть здесь. Парни очень долго рассказывали, какое здесь классное место, какие все люди приветливые, как просто... Потому что, ну, реально далеко ехать. Мы добирались на машине, на поезде, потом опять на машине. Ну, как бы и никто не жалеет, все очень довольны, радостные. Крутое место, играем в мастерской. На светофорах белая альтеста. Вжался в верзела, в кресло салона, глаз пассажира в поисках стопа. Лучше бы ты остался бы дома. Белая альтеста. Но рассекая каньоны района, след постового